Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах. فرب صغيرة أردت بصاحبها. Много людей окажутся в аду, потому что пренебрежительно относятся к малым грехам. Обязательно нужно незамедлительно каяться в малых грехах, как и в больших. Обязательность покаяния существует в обоих случаях. Считать незначительными малые грехи, пренебрежение к малым грехам, означает превращать их в большие грехи. Поэтому говорится, что человек, совершающий грехи, но кающийся, сожалеющий о своих грехах, ближе ко Всевышнему, чем праведник, служение которого вызвало в нем самодовольство. Иногда грех может вызвать истинное раскаяние. И это лучше, чем поклонение, которым человек гордится. Говорится, что человек окажется в раю по причине греха. Спрашивается, как такое может быть? Это происходит по той причине, что человек после совершенного греха может искренне раскаяться и опечалиться, сожалея о грехе. Вот что приведет его в рай. Когда сердце надломлено из-за греха, когда человек чувствует свою ничтожность, это признаки раскаяния, которые становятся причиной вхождения в рай, так как сердце человека избавляется от гордости и высокомерия, ненавистной Аллаху. Имам Аш-Ша'рани спросил у шейха Али Аль-Хавас о том, почему человек испытывается грехами. Он ответил, что это происходит, когда человек проявляет высокомерие, когда он высокого мнения о себе. Когда же человек проявляет смиренность, человек перестает совершать грехи. Когда сердце человека склоняется в суджуде перед Всевышним, тогда Аллах защищает человека от грехов.